На железнодорожном вокзале Казани целый десант тех, чья жизнь тесно связана с русским хоккеем. Десятки раз они выигрывали чемпионаты СССР, по 7 раз чемпионаты мира по хоккею с мячом. Николай Дураков и вовсе признавался лучшим хоккеистом 20 века. Первым делом гости примерили татарский национальный головной убор тюбетейки. Спорт был номер один, потому что мы, ребятишки, всегда были только на воле, только на природе и занимались зимой, естественно, хоккей. Если не были в командах, но в каждом дворике были площадочки свои спортивные, и там вот мы ковали мастерство. Практически все титулованные ветераны тренировались у Василия Трофимова. Столетие со дня рождения легендарного спортсмена и тренера совпало с матчем двух главных соперников современности – столичного и казанского «Динамо». Тренера вспоминают как наставника и учителя. Вот работая, как говорится, благодаря Василию Демидовичу, который, как говорится, давал мне направление, чтобы как работать. Самое главное, мыслить, что головой, не просто так, как говорится. Так что вот, большое спасибо. У хоккея с мячом в нашей стране богатая история, однако в последние годы сложно противостоять бюрократическим преградам. Вид спорта не олимпийский, отсюда и сложности. У нас куда ни коснись, везде не олимпийский. Значит, не надо платить тренеру в детской спортивной школе, значит, не надо этих детей воспитывать. Поэтому, не снимая ответственность с нас, как с членов федерации, то есть я уже сказал, мы проводим очень много соревнований. Но вот этот перекос в сторону олимпийский, не олимпийский, его надо устранять. Матч 95-летия динамовского движения пройдет сегодня вечером на стадионе «Ракета» в Дербышках. Там же можно увидеть всех именитых российских спортсменов прошлого века. Алмаз Гафиатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.